Время спорта на Лото-24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте! Новый сезон чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужских и женских команд стартовал 16 января. На старт нового сезона вышли 35 команд, которые разделены на 3 лиги. Матчи первого тура чемпионата прошли до 22 января на площадке в столичном дворце спорта имени Коджамкула. По итогам первого тура в турнирной таблице лидирует Университет Ошму, Национальная лига, ВВМВД, Высшая лига, группа А и УЛАР, женский чемпионат. 6-10 февраля в Бишкеке пройдут матчи первого тура в Высшей лиге среди команд группы Б, где заявлены 12 команд. Кыргызстанский спортсмен Руслан Сагдеев завоевал лицензию на Всемирные игры боевых искусств. Третьи по счету игры пройдут 21-30 октября в Саудовской Аравии. Сагдеев выступит в состязаниях по джиу-джитсу в весовой категории до 94 килограммов, где борьбу за медали будут вести 6 лучших спортсменов мирового рейтинга. Руслан является чемпионом Азии 2019 и 2022 годов, а также чемпионом мира 2021. По результатам этих турниров кыргызстанец и отобрался на игры в Саудовской Аравии. Всемирные игры боевых искусств пройдут в Эр-Рияде, столице королевства Саудовская Аравия. Это международное мультиспортивное мероприятие с участием 15 боевых искусств. Члены сборной Кыргызстана завоевали 7 медалей на молодежном чемпионате Азии по боксу в Таиланде. Турнир среди спортсменов не старше 22 лет из 12 стран проходил в Бангкоке. 23 января прошли поединки за выход в финал. На ринг вышли 7 спортсменов из Кыргызстана. Все кыргызстанцы, к сожалению, проиграли свои бои и стали обладателями бронзовых наград. Третью ступень пьедестала чемпионата Азии Ю-22 покорили Ислам Турабаев до 54 килограммов, Аскат Култаев до 63,5, Ихтияр Нишонов до 67, Нурадин Рустамбек Улу до 71, Нурсултан Болотбаев до 86, Бакыт Токтосун Улу до 92 и Ооматбек Эльчоро Улу свыше 92 килограммов. В чемпионате Азии приняли участие 12 спортсменов из Кыргызстана под руководством главного тренера Данияра Толюгонулу и старшего тренера Улана Сагынбаева. Итог выступления сборной Кыргызстана – 9-е место в медальном зачете. На первом месте Узбекистан, на втором Казахстан и на третьем Филиппины. Также хочу отметить, что с 1 по 14 мая в столице Узбекистана Ташкенте пройдет чемпионат мира по боксу, который проводит Международная боксерская ассоциация ИБА. Пресс-служба ИБА сообщает, что участники предстоящего мирового первенства разыгрывают медали в 13 весовых категориях и рекордный призовой фонд, превышающий $5 миллионов. Победители в каждой весовой категории будут вручаться чек на $200 тысяч, серебряный призер получит 100 тысяч, бронзовые медалисты по 2 в весе завоюют по $50 тысяч. Состоялась выездная встреча Центра государственно-частного партнерства Кыргызской республики с представителями органов местного самоуправления Аильного аймака Таш-Дөбө Айламыдунского района Чуйской области с заинтересованными лицами по реализации проектов ГЧП по созданию Международной теннисной академии и по строительству Академии футбола. Заинтересованным лицом по проекту ГЧП создания Международной академии тенниса выступает бельгийский инвестор при содействии Федерации тенниса Кыргызской республики. Этот проект ГЧП направлен на улучшение социально-экономической среды Аильного аймака Таш-Дөбө путем создания Международной теннисной академии, строительства крытых и открытых теннисных кортов, отвечающих международным стандартам, а также других спортивных объектов на базе академии. Также состоялись переговоры по реализации аналогичного проекта ГЧП по созданию Академии футбола. Этот проект предполагает создание футбольной академии и строительство футбольного поля олимпийских стандартов на базе академии. В ходе состоявшихся встреч стороны осмотрели предполагаемую локацию для строительства соответствующих спортивных объектов, а также обсудили вопросы, связанные с последующим продвижением этих проектов. Учитывая, что проекты имеют социальную направленность и призваны популяризировать здоровый образ жизни среди населения, стороны всецело поддержали данные инициативы и выразили готовность продолжить сотрудничество в рамках продвижения и возможной последующей реализации отмеченных проектов ГЧП. Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Об этом заявила пресс-служба МОК.
Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине. Во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, говорится в заявлении организации. В МОК отметили, что ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта. Матч за титул чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лидженом пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года. На проведение матча помимо Казахстана претендовала Аргентина. Однако, по словам главы ФИДЕ Аркадия Дворковича, выбор был сделан в пользу Астаны ради удобства зрителей. Как сообщает Фергана Эдженси, матч за шахматную корону впервые пройдет в Казахстане и в Центральной Азии в целом. С 2014 года титулом сильнейшего шахматиста мира владеет норвежец Магнус Карлсон, который выиграл 4 матча к ряду. В 2021 году он защитил титул в матче против Непомнящего, однако позже заявил, что решил не принимать участие в следующей серии. Таким образом, титул в Астане будут оспаривать Непомнящий и Лиджень, которые заняли 1 и 2 место, соответственно, на кандидатском турнире в Мадриде. Согласно регламенту, соперникам предстоит сыграть 14 партий с классическим контролем времени, а в случае ничьей тайбрейк в быстрые шахматы или блиц. Призовой фонд поединка составит 2 миллиона евро. 60% суммы достигает победитель, а 40% проигравшему. 24 января завершились чемпионаты Кыргызстана по греко-римской и вольной борьбе. Также в середине января впервые в Кыргызской республике состоялись международные учебно-тренировочные сборы среди женских сборных по вольной борьбе, в которых принимали участие спортсменки из 10 стран, олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы. Об этих событиях и многом другом с гостем передачи «Время спорта», президентом Федерации спортивной борьбы Мелисом Турганбаевым. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Очень рада вас видеть. Ну и давайте сразу по прошедшим чемпионатам Кыргызстана по греко-римской вольной борьбе. Вообще, что скажете о формировании сборных? Появились ли какие-то звездочки новые имена? Ну, я думаю, что каждый год мы ежегодно проводим начало года в январе. Вот. Мы сначала проводим чемпионат республики. Потом формируем состав сборной команды. Вот. То есть у нас такая система, что мы сначала не определяем, вот, например, раньше как было, чемпионы едет, там, чемпионат мира, там, кто второе место занял, там, заранее забронировали. Сейчас такой системы нет у нас. Мы только формируем первый, второй, третий, четвертый до шестерки. А потом среди них мы отбираем и учебно-тренировочные сборы, потом есть турниры, рейтинговые турниры, международные турниры, потом чемпионат Азии. Вот оттуда мы уже, кто стойкий, вот, подбираем, а потом уже на основной состав вот, сборной команды, кто определяем, кто поедет на чемпионат Азии среди взрослых и кто будет выступать взрослый чемпионат мира. Кстати, она будет лицензионной у нас. Будет там первая пятерка, по-моему. Вот. И потом азиатские игры. В этом году, конечно, у нас год очень насыщенный и основной, потому что перед Олимпийский год. Вот. Все тренируются, Потом несколько международных сборов у нас тоже будет, учебно-тренировочный, совместный. Вот вчера сборная команда Южной Кореи по греко-римской борьбе прибыли. Они завтра выезжают на Иссык-Куль. Вот, там будет совместный учебно-тренировочный процесс. И вот 1 числа где-то 2 состава проедет еще южнокорейские спортсмены по вольной борьбе. Тоже на сборы. Вот. Ну, основной старт вольники, греки начнут где-то в конце февраля. Вот, где-то
Ну вот возвращаясь к вопросу, появились ли новые имена? Вот у Ну, кого-то вот конечно, там на кого очень, есть надежда? да, очень много там молодых Ну хотя бы ребят. там Да, 3-4 это, например, человека. по вольной борьбе там 61 килограмм сейчас, как вы знаете, вот Ю-23, он серебряный призер чемпионата мира. Это Джумашбек Улу Тайрбек, 70 килограмм Орозбек Тохтомамбетов. Вот. Ну, там очень много вот, молодых ребят, которые до 23 лет, кстати, там. Ну, если по греко-римской борьбе, ему 18 лет, вот, 67 килограмм, да, 67 килограмм, это Разак Бешикеев, молодой парень, Восходящая перспективный, звезда. да, он уже выиграл брата Джоломана Шаршембекова, Танарбека выиграл, вот. Ну, было очень конкурентный был этот чемпионат. Вот да, как Потом раз повысилось, да, наверное, уже уровень задали повысилось, планку, да. ребят. Потом и количество участников очень много было. Это по двум видам где-то около 265 участников. Кстати, вот я хочу подчеркнуть особо, на сегодняшний день по нашим данным, стат-данным, где-то около 500 тысяч занимается спортом, трем видам борьбы. Трем видам. Особенно вот сейчас. По всей стране. Да, по всей стране. Здорово. Ну, сейчас, особенно сейчас уже девчонки. Вот. Даже вот маленькие девчонки уже начали. Ну, сейчас в каждом регионе у нас и в каждом даже в селе есть, занимается этими видами спорта. Ну, я думаю, что каждым годом она растет. Вот. К этому успеху мы долго шли. Вот, я в федерации с 98 года. Вот. Ну, считайте, что 20 лет. И вот олимпийские медали, и история, вот она, и чемпионы мира у нас, этот Акжол Махмудов и Джолуман Шаршембеков. Да, Джолуман Шаршембеков, Айсулу там 2 раза выиграла. Вот это, ну, колоссальные успехи. Ну, давайте перейдем к международным сборам. Женской сборной, и приехали там из около 10 стран, Да, чемпионки. 10. Насколько я знаю, еще когда в 2019 году Айсулу стала чемпионкой, и вообще в целом с нашими сборными хотят проходить подготовку, набираться опыта, брать что-то для себя и повышать квалификацию свою именно спортивную. Как давно вообще уже велись разговоры о том, что вот как бы хотим построить зал, потому что, насколько я знаю, эскизы были от федерации, да, по этому залу переданы. Ну, поподробнее. Ну, после Олимпийских игр президент обещал построить именно женский центр борьбы. Вот. Ну, довольно быстро построили, зал шикарный, она сегодня как подходит международным стандартам. Вот, поэтому, ну, ей давно было это в плане. Многие хотят здесь приехать потренироваться, особенно на Иссыкуле. Там Среднегорье 1800, это для спортсменов очень хороший. Вот. В этом году, я же говорю, вот южные корейцы приехали. Сейчас вот намечается я в конце хотел это сказать, ну, раз вы вопрос задали, вот с 10 мая по 28 мая будет сборная команда Америки, Соединенных Штатов Америки, иранцы приедут, Япония и корейцы приедут. Класс. Ну, я думаю, даже соседи тоже, вот Казахстан, Узбекистан, где-то около 5-6 команд приедет, они хотят перед рейтинговым турниром, хотят 20-дневные сборы на Иссыкуле. Потому что функционалка у наших ребят на сегодняшний день один из лучших в мире считается. Они все говорят, где вы там, чем вы кормите, как вы тренируетесь. Ну да, кухня была отменная, да, где, как у вас, что. свидетелем. Поэтому вот девчонки тоже вот сейчас вот, в январе месяце 10, по-моему, 9 государств. Вот. И там среди них были олимпийские чемпионки, чемпионы мира, и призеры, и чемпионы Азии. Там. Вот. Они вот приехали, потренировались, им очень здорово понравилось. Вот. И сейчас вот мужские сборные команды тоже. Вот первые сейчас в Южной Корее, потом уже дальше. Вот.
Здорово. А давайте теперь немножко перейдем вот нашумевшем таком поединке, да, между Акжолом Махмудовым и Романом Власовым. Оба в соцсетях отметили. Роман Власов говорит, осталось 2 месяца до схватки, я сделаю все, чтобы победить. В ответ Акжол пишет, что я очень заряжен, мотивирован и с нетерпением жду этой схватки. Роман Власов – это тот человек, за которого говорят его титулы. Это мотивирует меня еще больше. Это вот из соцсетей Акжола Махмудова. Планируется на апрель. А вот, ну, хотя бы, ну, чуть-чуть намекните, на чьей земле, в каком городе, вообще, что это за такой проект поддубный? Немножко поподробнее о нем. Ну, видите, это вот в коммерческий турнир, это шоу. Вот. Там призовой фонд, вот. В одной схватке именитых спортсменов, олимпийских чемпионов, у них своя там есть финансовый. Вот, например, как контракт, договоренность. Да, контракт, договоренность. Есть и чемпионы мира отдельно, там, есть чемпионы Азии, там, континентальные чемпионы. Ну, друг друга вызывает, как вот они два друга хотели помириться. Этот призер Олимпийских игр, чемпион мира, свежий, звезда. 77 килограмм, это такой вес, это там, вот. В мировом она 77, и по вольной 74 килограмма, это там в основном такие ребята. И вот они с прошлого года, там, конечно, в конце декабря мы хотели. Вот, как раз была же подобная, лига подобная. Вот, предлагали тогда. Ну, Акжол был немножко там травмирован, поэтому долечивал. И сейчас вот в апреле будет, или в Алмате, число конкретно еще не утвердили. Да, не утвердили, а где-то в апреле или в Алмате, или в Азербайджане. Вот. Ну, такой же турнир, лига подобный, мы хотим провести летом на Иссыкуле. Ну, там тоже вот хотим пригласить американцев, вот, например, как Снайдер, 79 килограмм, там Джордан Барроза, там Дека, там есть знаменитые. Ну, они тоже хотят там проехать. Вот сейчас мы как раз рейтинговый турнир будет у нас с 1 по 4 июня. Вот тогда мы хотим переговоры с ними вести, ну, чтобы было интересно. Это для популяризации борьбы. Потом денежной мотивации немножко этим спортсменам. Это шоу, по одной схватке. Это за 2,5 часа мы заканчиваем. По одной схватке олимпийский чемпион, это же хорошо. Когда вот в декабре, 20 декабря, когда мы проводили полный зал, там, и сколько детей было, сколько болельщиков. Ну, я думаю, будет очень интересно в апреле. Ну, матч-реванш все-таки мы хотим у себя. Вот сейчас также то есть сейчас первая схватка даже не важно, а потом вторая по-любому летом, будет. Да, летом Здорово. Мы хотим матч-реванш у нас в Бишкеке, вот, хотим. И тоже вот, ну, я думаю, будет очень интересно. Ну, посмотрим, там, календарный план тоже. Сейчас главные тренера переговоры ведут, потому что мы же не сможем в федерации вмешиваться. Тренировочный процесс, вот, там у них своя программа на год. И вот они, главные старшие тренера, над этим работают. Только нам известен ставит, какой, куда надо, кого поставить, какой турнир будем участвовать. И мы там, естественно, помогаем. Вот вы как раз затронули интересную тему. Давайте поясним зрителям нашим. Некоторые спортсмены по разным стилям борьбы поехали на международный турнир Кубок Ивана Ярыгина, и, например, который стартовал вот 26 января. Айпиримидет Кызы и Айсулу Тыныбекова поедут в Хорватию вообще, да? Мэрим туда почему-то не едет, и как бы все задаются вопросом, переживают, все ли как бы хорошо, здоровье и так далее. И вот вы затронули тему, что как бы главные тренеры решают, кто куда. Вот об этом чуть-чуть еще поподробнее. Как проводится ротация, кто решает, какие спортсмены и по каким результатам? Тренерский совет решает совместно с федерацией. Вот. Ну, основном тренеры, потому что каждый день они с ними, и кто в какой форме находится, они там сами определяют. Ну, Кубок Ярыгина мы в основном отправили молодежные команды, женские. Да. Видно, вот, Таштамбекова, там, Сазанова поехала. И по вольной, по-моему, 4 тоже молодые ребята. Потому что она совпала как раз к чемпионату Киргизии с 20 по 24, а там начало, по-моему, 26 или 27, 26, по-моему, начало было. Поэтому мы
не успевали, поэтому мы их поддержать, отправили молодежный состав. А женщины, вот они сборы в январе прошли, вот, поэтому сейчас наиболее подготовленные вот, Айсулу и Айпери, где-то кызы. Сейчас они первый старт начнут в Хорватии, вот, рейтинговый турнир. А Мерим чуть-чуть приболел как раз вот, по-моему, в январе немножко грипповал, поэтому, видимо, наверное, тренеры, наверное, со второго старта начнут, наверное. Все, главное, что это не травма, Да. скорее Да всего, мы нет, будем травмы Назаровой нету, она- выздоровление. У каждого своя, там у них программа, тренировочный процесс, она все полностью обговаривается. Вот, потому что как неподготовленный больной ввести, это уже Смысла нет, зачем? смысла нет. Поэтому тренера смотрят, изучают, кто в настоящее данное время, кто в форме, и того берут и попробуем там. Ну и давайте поговорим об итогах 2022 уже ушедшего года. Были успехи, много денег было потрачено, как я понимаю. Дали право провести двойной чемпионат Азии в разных возрастах. Рассказывайте. Ну, мы, 22 год, конечно, урожайный был для нас. 92 медали мы завоевали, разного там. И есть там, да, и чемпионат Азии здесь, вот чемпионат мира, история. Это в истории не было, два чемпионата. Джоломан Шаршембеков и Акжол Махмудов. Вот. Я думаю, ну, выступили очень здорово. 22 год урожайный. Вот. И по Азии потом много, конечно, было средств потрачено. Федерации. Ну, примерно назовите, Да, сколько федерации было мы из где-то государственного бюджета. 80 миллионов сомов лично федерации мы потратили. Вот. Где-то 60 миллионов где-то в государство. Вот, по трем видам. Это вот женские, вольные борьбы и греко-римские борьбы. Поэтому вот такой результат был. Но в этом году, я думаю, еще чуть-чуть больше будет потрачено, потому что, я же говорил, перед Олимпийский год, лицензии, потом насыщенный график, это азиатские игры, чемпионат мира, Азия там и рейтинговые турниры, я думаю, побольше будет. Но бюджет мы сейчас, федерация, собрались, вот, у нас очень дружная федерация, вот, очень много молодых ребят, которые там патриоты, которые готовы вкладывать свои средства и поддержать наших чемпионов и спортсменов. Вот. Ну, где-то в порядке, где-то мы в этом году тоже чуть больше мы Ну, а если наверное. вот говорить не о деньгах, да, уже к последнему вопросу подходим, это вот как бы цели и задачи на 2023 год. Ну, цели задачи Да. ясна, это, конечно, медаль, вот, и побольше лицензий, самое главное. А потом 24 год, это уже остальные там, она будет разыгрываться, турниры есть лицензионные, потом у нас азиатский квалификационный турнир есть, это вот как раз первое-второе место, по-моему. Вот. Это вот тоже когда у лицензии. нас пройдет чемпионат Азии? Ну, чемпионат Азии вот после рейтингового турнира в этом году, где-то мы планируем с 10 по 18 июнь. Июнь. Да, рейтинговый турнир будет с 1 по 4, неделю мы отдохнем, вот, потом Ю-17, Ю-23. Вот. Ну, это просьба Федерации, Азиатской Федерации Бардауля Турлухан, вот, и Всемирный объединенный мир борьбы, президент Федерации, это Ненан Лалович тоже вот, одобрил. Кстати, его визит в прошлом году, как он вначале мы он на был, пресс-конференции да, разговаривали, и вот расскажите, вы все равно у вас Он другие он отношения, вы восхитился, ближе, любит и народ, Да. и город, природа, потом до того борьбу любит. Вот, и, ну, опять же, вот в зал упирается. Ну, арена, конечно, там тоже хорошая, ну, специальные. Ну, насколько он Да. сказал сам, что если вы хотите чемпионат мира, то это минимум 10 тысяч Да, зрителей. да. Да? Ну, хотя бы 5 даже. Хотя бы 5. 5. Ну, мы, значит, Ну, это надеюсь, мы к молодежный, этому да, придем, молодежный потому что чемпионат. путь он такой длинный, но маленькими шажочками Не, добивается. я думаю, вот весной хотят. всего, вот, чего хотят борцы у нас. Аскар Байке, этот Салымбеков, недавно я с ним разговаривал.
У них проект готово, вот, несколько там меценатов хотят построить хороший, по-моему, он говорил, 10-тысячник. Вот, где вот как раз арена, ледовая арена, вот там рядом земли дали. Сейчас уже проект я посмотрел, ну шикарный проект. Если пару лет, я думаю, проведем, наверное, чемпионат мира. Как закончить первый, мы возьмем. Здорово. Спасибо большое вам за много новой информации, за ваш визит. А я напомню нашим телезрителям, что в гостях передачи «Время спорта» был Мелис Турганбаев, президент Федерации спортивной борьбы. Это 3 стиля: греко-римская, вольная и женская. Спасибо большое. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч!